последнее время все больше женщин стали предпочитать походный отдых пассивному пляжному отдыху. С чем же это связано? С тем, что, во-первых, женщины по природе более адаптивны к изменяющимся условиям вокруг и легко перенимают все новшества, и очень любопытные, и очень еще социально-коммуникативно направлены. А общаться для женщины – это жизненно важная потребность. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. Знаменитую скалолазку Владимир Высоцкий написал почти 60 лет назад, и тем не менее до сих пор многие не понимают, зачем женщины лезут в горы и ходят в походы, что они там ищут и что необыкновенного находят. Прежде чем приступить к повествованию своей походной истории, я провела небольшой соцопрос и задала знакомым путешественницам один простой вопрос: зачем женщины идут в походы? Ответы начинающих походниц, опытных любительниц трекинга, велопоходов и других аутдор-активностей оказались очень воодушевляющими. Альфия Юнусова, несмотря на почтенный возраст, ведет весьма активную походную жизнь. К примеру, в горах Восточной Хандаги она была раз 7, а на Синских столбах без малого 5 раз в разное время года. Для меня походы – это идеальное сочетание. Спорт, нагрузка, а также красота природы. Но это в какой-то мере еще и проверка себя, кто ты, что ты, сможешь, не сможешь, встреча с новыми друзьями. Сардана Амукова – неугомонная путешественница, сильная и выносливая. Прошлым летом одержала победу в телевизионном конкурсе на выживание «Арыга», обойдя всех мужчин. Я люблю пешие походы и вообще походы, и активный отдых, потому что я считаю, что человек должен всесторонне развиваться. Я была в разных всяких местах, с каждым с новым местом узнаю что-то новое, общаюсь совершенно с незнакомыми людьми, чтобы... ты с каждым новым знакомством, с каждым новым общением все равно человек развивается. Я считаю, что это мне помогло победить в проекте «Арыга». Сусанна Семенова – одна из самых опытных туристов в республике. В августе 2024 года покорила Эльбрус. Когда поднялась на самую вершину, даже как-то не верилось, что это оказывается достижимое для таких простых людей, как я. Я думала всегда, что на Эльбрус ходят такие супер-пупер какие-то небожители, какие-то крутые альпинисты. Оказалось, можно даже таким простым пешиком, как мы, если позволяет физическая подготовка, подняться. Так что ходите в походы. Даже вот маленькие наши сопочки очень помогают. Потом в горах чувствуешь себя очень уверенно и сильно. Вероятно, именно для этого, чтобы чувствовать себя сильной и уверенной, женщины сплавляются по реке, поднимаются с рюкзаком в горы. И да, мучают себя дискомфортом. Моются из бутылочки, туалет под деревом, при этом с постоянным риском натолкнуться на хозяина леса. Причем стоимость таких вылазок часто равна поездке в Эмираты или Таиланд на 2 недели. Как же можно психологически объяснить страсть к такому, казалось бы, тяжелому отдыху? Во-первых, путешествие в современном мире – это один из видов хорошей зависимости. Во-вторых, природа является уникальным, мощным и универсальным для многих людей источником антистресса. В-третьих, это, конечно же, физические нагрузки, которые человек получает в походах. В-четвертых, это вызов себе. Насколько человек способен поставить себе задачу и выполнить ее. И это тоже связано с гормонами счастья, дофамином и эндорфином.
Однажды услышала одну занимательную историю. Несколько лет назад гид-проводник взял с собой в экспедицию на пик Ленина 16 женщин. Начальник лагеря по безопасности отвел его в сторонку и спросил: «Ты зачем их с собой вообще взял?» Так что стереотипы о слабеньких женщинах уходят в прошлое. Дамы с каждым годом поднимаются все выше и выше, идут все дальше и дальше. И в сегодняшних экспедициях порой женщин уже количественно больше, чем мужчин. Как, например, в Большом Момском переходе, который состоялся в августе 2024 года и в котором была я. Привет, дорогой дневник. Сегодня день первый. Мы сейчас находимся на трассе, которая соединяет Якутск с Магаданом. Едем мы до Усть-Неры, вот на этом микроавтобусе. Постоянно останавливаемся, постоянно что-то случается. Я не знаю, сколько времени займет наш путь с этим учетом. А добираемся мы до Момы. Боюсь я этого путешествия, но боюсь не вот этого всего. Дороги, пыли, каких-то затруднений с машиной. Наше путешествие подразумевает таскание рюкзаков. Сейчас мой рюкзак весит 16 килограмм, и это еще не окончательный его вес, потому как добавятся еще продукты, питье и прочее. Это мой дебют в пешем походе. Все остальные члены группы уже имеют опыт подобного путешествия, подобного таскания рюкзаков. У меня же этого опыта нет, поэтому я очень волнуюсь и очень боюсь, насколько я справлюсь физически с этим. Но посмотрим. Дорога до Усть-Неры удивительно, но заняла почти 2 дня. Обычно путь по маршруту Якутск-Усть-Нера в летнее время занимает около суток. Продлить удовольствие от красоты Колымской трассы позволили поломки нашего транспорта. Но мы не унывали. Ведь в предвкушении большого путешествия окрыляло нас. Все минусы таяли на фоне красивых пейзажей за окном. По дороге встретили путника, добирающегося до Магадана автостопом. Ленар Валиулин из Набережных Челнов путешествует по России уже 3-й год. Сначала объехал весь Кавказ, затем был на севере, посетив Соловецкие острова на Белом море. А добраться до Магадана по Колымской трассе была его давнишней мечтой, которая, наконец, осуществилась. Чем пугали вас, когда вы Здесь дорогами, медведями, мошкарой, волками. Чем еще меня пугали? То, что когда дождь будет, то здесь дорога вообще непроходимая. И, по сути, фотографии мне показывали, действительно говорят, что непроходимая. То, что не возьмут, а где ты будешь здесь ночевать. Ну и, короче, много-много-много. Что сбылось, что нет? Ничего не сбылось, все хорошо. Ну, то есть мошкара была до меня за 2 дня, похолодало, я приезжал, когда уже в Читу мошкары не было. Медведь был 1 раз на дороге, мы мимо рядом проехали. Люди очень добрые, хорошие, отзывчивые, максимально. Не боитесь? Это прикольно. Его нужно понюхать, да. Вот. Ну, кайфово. Только жалко, что у нас на мясо. Ну, да ладно. Принцип Ленара в путешествии – добираться до пункта назначения исключительно автостопом. Мы довезли его до Усть-Неры, дали в дорогу еду и питье и пожелали удачи. Позже, конечно, списались. Ленар благополучно добрался до Магадана и вернулся домой в Татарстан. Ну а мы продолжили наш путь. По пути встречали знакомцев и незнакомцев, вкусные придорожные кафе и базы отдыха, в которых уже хотелось растянуться во весь рост. Но нет, впереди нас ждали приключения.
меня зрительный экстаз. День третий из 16. Мы едем в сторону Момы. Уже сейчас, по-моему, находимся в Момском Улусе. Сегодня утром выехали на КамАЗе, открытом кузове. Кроме нас 9 человек. С нами еще едут жильцы поселка Цасыр, Момский Улус. Они должны были пересесть свою машину, но машина их сломалась, и поэтому они едут с нами. Вообще логистика, как известно, в Якутии очень сложная. Машина сломается, люди застревают, не могут выехать. Ну, не мне вам объяснять об этом. Итак, мы едем в открытом кузове. Весь наш путь продлится примерно, не примерно, а целый день. До вечера мы доберемся до базы, разобьем лагерь, наконец покушаем и выспимся. Вот, я успела, как я вначале говорила, простыть. Вначале пришила горло, потом все опустилось вниз. Теперь я кашляю, у меня насморк. И ночью, как мне сказали, что я мычу. Ну, видимо, от насморка какие-то такие вот звуки, оказывается, издаю во время сна. В каждой своей поездке, в каждом походе я стараюсь во время санитарных остановок или во время отдыха разуваться и ходить по земле, по камням. Это благотворно влияет на здоровье. Я думаю, что сейчас для меня это наиболее актуально, чтобы точки активизировались через стопы. Будем лечиться всеми возможными способами. Но к концу третьего дня мы не добрались. Машина сломалась. Это как злой рок. Уже второй транспорт в этом путешествии подводит нас. В итоге дорога до места начала похода заняла у нас еще 2 дня. Забегая вперед, скажу, что именно заброска для меня оказалась тяжелым испытанием, чем сам пеший поход по Моме. Но опытные походники в команде не давали унывать. Всячески подбадривали, шутили, мы пели песни, играли, делились походными историями и, конечно, уже немножко скучали по родным, оставшимся дома. Не добрались мы вчера за весь день до пункта назначения нашей базы. Приехали в этот дом. Это перевалочный пункт для тех, кто едет с Уснеры до Цасыра. И спали мы сегодня в этих палатках на веранде под дождем, потому как в домике было довольно-таки много народу. Все те, кто возвращается домой. У нас завтрак с модным кофе. Признаюсь, с погодой нам не повезло. Довольно часто шел дождь, от которого мы уже слегка устали. Равно непредсказуем. Я могу хоть что-то сказать. Там вроде бы светло, надеюсь, что не будет. Там-то вон солнце видит везде. Ты вчера говорил, что там перевал, в перевале там другая погода. Вон перевал. То есть они как бы притягивают там что-то, да? Ну, как бы перевал, это же как граница вот такая между долинами. Вот этот вот перевал. Если здесь дождь, там может солнце быть. Либо наоборот. Либо наоборот. Ага. Ну, будем надеяться, Да. что наоборот. Санитарная остановка, мы двигаемся дальше, это 4-й день. Остановились вот на такой вот стоянке. Оставляют на таких переправах дрова. И обязательно есть туалет. Кстати, такие остановки позволяли нам собирать грибы. И больше всех этому была рада Галя, которая специально приехала в этот поход из Красноярска. А сколько ягод было, никогда еще не видела столько голубики. Одни пришли нас поснимали, вторые пришли поснимали. Такие сладенькие. Что будете делать с ними? Галя предлагает сделать грибной суп.
А вы как хотите? Да, грибной суп это замечательно. Рыбы наелась? Наловила? И мы добрались до Антона. Нас с радостью встречала хозяйка домика Татьяна и ее подруга Ирина. Многие из нашей группы их уже знали. Антон – это типа хаба, откуда начинаются пешие и автомаршруты по этой части Момы. Сюда стекаются туристы и жители района, которые направляются в Уснеру и дальше в Якутск. Это место отдыха, встреч и сброса лишних вещей. Именно здесь мы оставили часть продуктов, одежды и другого, чтобы облегчить свой багаж. Я настолько боялась, что не потяну физически пеший поход в 100 километров, что оставила, по-моему, все. Трекинговые ботинки, большую часть одежды, косметику. Я даже оставила микрофон и большой пауэрбанк, что, конечно, непростительно для журналиста. Но, к слову, это спасло мои колени, и рюкзак не был неподъемным, даже с набором продуктов и палатки. Ой, здравствуй. Привет, дорогой дневник. Сегодня 5-й день нашего путешествия. Мы сегодня утром добрались до нашего основного первого пункта назначения, с которого, собственно, начнется наш пеший трип. Добирались мы до него 4 суток. 2 суток до Уснеры и 2 до вот самого пункта назначения. Мы находимся в Момском Улусе. Местность называется Мраморная гора. Позади меня вы ее можете видеть. Позже я расскажу, что это за место. Все, собственно, хорошо. Режим сна только нарушен. А в целом все очень здорово. Команда у нас собралась очень веселая, активная, бодрая, которая имеет большой опыт, как я уже говорила, в таких вот забросках. Никогда не унывает, подбадривает, помогает и советами, и делом. Но мне кажется, да, если бы не они, то для таких людей, как я, у которых
нет опыта длительного путешествия, я бы, наверное, сломалась бы, начала бы ныть, страдать, плакать. Но с кем же мне посчастливилось отправиться в это долгое путешествие, в Большой Момский переход? Слава – гид, проводник, инструктор и организатор этого похода. Немногословный человек, все по делу. Но у него всегда есть в запасе парочка интереснейших походных рассказов. К примеру, как за ним 3 дня гонялся медведь, а у Славы на тот момент был только нож и спички. Галя – туристка из Красноярска. Специально приехала, чтобы увидеть Мому. 6 лет назад уже была в Якутии, но на другом маршруте. Галя – опытный походник. Обошла весь Алтай, Ергаки, Крым. Очень сильная, очень выносливая и очень веселая. Марина – тоже опытный походник. Несколько раз была в пеших турах по Моме, Верхояне, Аймеконе. Бывала и в Непале. Марина – тот человек, у которого стоит поучиться походным лайфхакам по подбору правильной экипировки. А после ее игры на Хамусе сразу заканчивался дождь, выглядывало солнце и чинилась машина. Паша – фотограф-пейзажист. Ради удачного кадра его не остановят никакие трудности. Так он не единожды бывал в Моме, в Тампонском районе, Магаданской области, Хабаровском крае, сплавлялся по реке Синей и Амге. Не все его работы печатают National Geographic, но точно большинство из них как минимум уникальны. Вера – душа компании. Человек, за которым надо записывать, ведь все, что не скажет, исключительные перлы. Меньше чем год назад перенесла на ноге операцию, но это не помешало ей отправиться в новое путешествие. Лариса – пожалуй, самая смешливая в команде и никогда не бывает в плохом настроении. В прошлом году ходила в 3-недельный поход в Аймекон, поэтому это приключение не стало для нее сложным испытанием. С Ларисой мы спали в заморозке в одной палатке, грея друг друга спинами и историями из жизни. Наташа – самая юная из нас, но не менее опытная. В прошлом году ходила на Афродиту в Аймеконском районе. Смеется, что пошла тогда в одной футболке, думая, лето же. Этот опыт научил ее многому. Одеждой она запаслась, даже мне перепало. Лана. Вот с кем я хотела пойти в этот поход. В течение 10 лет наблюдала за путешествиями Ланы, про себя причитая: «Аю-ая, неделями ходить пешком с тяжелым рюкзаком». Постепенно мое отношение к походам подруги менялось, и вот я уже сама в нем. Лана удивительно похожа на мою сестру. Наверное, поэтому я ей легко доверилась, а она помогала мне во всем. Я наконец-то смываю всю Калужскую трассы.